Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В России с 24 по 30 апреля проводят единую неделю иммунизации. В этом году неделя проходит под девизом «Долгая жизнь для всех». Ее цель – подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, которые обеспечат долгую и здоровую жизнь для каждого человека. От каких болезней защищают прививки? В какие сроки необходимо вакцинироваться от того или иного заболевания? Гостья студии Татьяна Дмитриева, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии мединститута СВФУ. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Неделя иммунизации проходит и в нашем регионе. Расскажите об истории этого мероприятия, почему проводится именно неделя. Это мероприятие в 2005 году впервые было инициировано Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения. И цель этого мероприятия – это информация, пропаганда профилактики инфекционных заболеваний и информированность населения о важности этих мероприятий. Неделя, потому что чрезвычайно много различных проходит мероприятий для того, чтобы научные практические конференции, встречи с родителями, встреча с населением. Это неделя не для того, чтобы быстренько всех вакцинировать в эту неделю. Нет, это неделя для информированности, для привлечения внимания к данной проблеме. Какие заболевания в России, в Якутии удалось победить с помощью массовой вакцинации? Единственное заболевание, которое полностью побеждено, это натуральная оспа. Она была побеждена во всем мире, и вакцинация против нее отменена 1976 года. Можно сказать, что мы успешно справились с такими заболеваниями страшными, как дифтерия. Возможно, люди старшего поколения помнят, какая была большая вспышка дифтерии в конце 80-х, начало 90-х. Сколько умерло людей, сколько умерло детей от этой страшной болезни. Проблема была именно в отказе от вакцинации. Сейчас ситуация по дифтерии очень стабильна. Многие годы в нашей республике не было ни одного случая дифтерии. Мы практически очень успешно боремся с таким тяжелым заболеванием, как корь, которая в свое время, в довакцинальный период, давала смертность выше, чем пневмония. Она стала на первом месте по летальности среди воздушно-капельных инфекций. Сейчас у нас был подъем в 2019 году, но в основном это были завозные случаи. Началось все в Европе, потом пришло в Россию, и к нам уже отголосок. Но у нас тоже была проблема, мы с ней успешно справились. Очень много. Полиомиелит. В 2020 году в ВОЗ отчиталось, что остался только один регион на планете, где не справились с диким штаммом полиомиелита. Это был Афганистан, Пакистан. Даже в Центральной Африке в январе 2020 года справились. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и вот сейчас уже есть сообщения о новых случаях полиомиелита в Африке. Каков охват прививками в нашем регионе? Довольно хороший. В России вообще в этом отношении, можно сказать, впереди планеты всей. У нас довольно хороший охват вакцинами, а мы в нашем регионе среди лидеров Российской Федерации. У нас хороший охват по плановым прививкам, входящих в национальный календарь прививок. У нас, такие средние цифры, скажем, по вакцинации против гриппа каждый год, но по основным вакцинам мы молодцы. Ежегодно медики призывают ставить прививку от гепатита Б. Охват населения составил свыше 90%. Каким результатом привела такая работа? Я как педиатр могу сказать, что результаты у нас замечательные. Моя тема – это хронические гепатиты у детей, я всю жизнь этим занимаюсь. И с начала 2000-х до 2010 года общая группа диспансерных пациентов моих детей с хроническим гепатитом Б составляла 1500. Сейчас у нас 3 человека. Это результат вакцинации. Но пропагандируют, я думаю, не среди детей. Среди детей что пропагандировать? Их в роддоме вакцинируют. Пропагандируют скорее среди взрослых, потому что с 2000 года всех детей вакцинируют, и то есть лица младше 21 года, они уже все вакцинированы. А вот взрослые, конечно, многие категории надо сделать эту вакцину, так что результат просто шикарный. Так что взрослым всем рекомендую, кто не болел и не вакцинирован. Какие прививки обязательны для детей? Какие из них обязательны? Какие можно ставить в зависимости от обстоятельств, например, поездка в экзотическую страну?
Но у нас есть национальный календарь прививок. Туда входит 12 прививок обязательных. Это туберкулез, против туберкулеза, против гепатита Б, против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита. Затем идет вакцинация против кори, краснухи, паротита. Это как бы вот обязательные прививки, делаются у детей в первые 1,5 года жизни. И есть, она тоже считается обязательной прививка от гриппа. То есть есть категории риска, которым обязательно надо вакцинироваться. Туда входят, кстати, беременные и дети. И есть календарь прививок по эпидпоказаниям. Ну, например, студенты, геологи выезжают в поле. Их всех надо вакцинировать от клещевого энцефалита. Люди, которые работают с крупным рогатым скотом, их надо вакцинировать от зоонозных инфекций. Таких довольно большой спектр таких заболеваний. Есть ситуации эпидемические, например, наводнение. Необходимо защитить население от инфекций, передающихся через воду. То есть кишечные инфекции, это есть прививка от ротавирусной инфекции, от дизентерии и от гепатита А. Это делается, вот тогда проводится кампания по вакцинации от этих прививок. В принципе, у нас есть региональный календарь прививок. В него входит ветрянка, менингококковая инфекция и коклюш, ревакцинация коклюша. Менингококк, для кого он опасен? Он опасен, вообще для всех, конечно. В основном это маленькие дети, самая категория подвержена, и молодые люди в вновь образующихся коллективах. Кто это? Это призывники. Это абитуриенты, которые проблема в том, что разные территории, разный набор штаммов. И вот люди с разных мест съезжаются вместе, они обмениваются различными микроорганизмами. Высок риск вспышки заболевания. Коклюш. Коклюш, это обязательно есть вакцина. У нас на 1-м году жизни всех детей вакцинируют. Но дело в том, что и поствакцинальный, и постинфекционный иммунитет после коклюша, он не длительный. И где-то к 5-6 годам, к 7-летнему возрасту он фактически исчезает. И это возраст, когда резко идет подъем заболеваемости коклюшем у детей. Но он не протекает у них тяжело. Они кашляют долго достаточно, но это для них не представляет угрозы их жизни. Так в чем проблема оказалась бы? А проблема в том, что у этих детей есть младшие братья и сестренки, которые только что родились, которые еще не вакцинированы и для которых коклюш представляет реальную опасность. В Европе ревакцинация обязательна. В некоторых странах, в этом возрасте 6-летнем, в некоторых странах 2 ревакцинации, еще в возрасте 23 лет. То есть молодые люди, которые станут родителями, чтобы они не стали источником инфекции для своих детей. И вообще, на самом деле, объем прививок, их огромное количество. Если экзотические страны, если это актуально до сих пор еще для кого-то, то в каждой стране есть свой набор, перечень, потому что где-то актуальна желтая лихорадка, где-то лихорадка западного Нила, в зависимости, малярия, есть страны, где очень актуальна малярия. То есть, в общем, есть страны, у них, если это турпоездка, то вас должны информировать об этом. Если это деловая поездка, значит, сами поинтересуйтесь, что необходимо. Сейчас особую актуальность принимает вакцинация против коронавируса. Когда и как часто лучше ставить вакцину против ковида? Вы в любой момент можете поставить вакцину от ковида. Потом нужна ревакцинация. Ревакцинация должна делаться каждые полгода для того, чтобы поддержать достаточный титр антител. Если вы переболели, рекомендуется опять-таки через полгода сделать вакцинацию. Хотя в госуслугах этот QR-код, который сейчас вроде как... Да, его дают на год. Да, его на год. Но это как-то это некоторое несоответствие, потому что ревакцинацию надо делать полгода. Я слышала много мнений о том, что кто-то говорит, что я заболел через 2 месяца после вакцинации, а кто-то говорит, что у меня уже год прошел, я сдаю антитела, у меня все хорошо. Понимаете, эти цифры, они же делаются для популяции. То есть есть люди, у которых раньше исчезают, люди, у которых гораздо дольше держатся антитела. Но медианное значение, то есть самая большая группа населения, в среднем дают полгода.
Поэтому лучше каждые полгода Поэтому лучше проходить не ревакцинацию. сдавать без конца эти антитела. Это, кстати, абсолютно бессмысленная ситуация, потому что сегодня вы сдали эти антитела, у вас такой уровень, через неделю он будет другой. Вы же не будете постоянно это делать. Значит, вот раз в полгода прийти и вакцинироваться. А как вы относитесь к вакцинации детей против ковида? Нужна ли вакцина детям? Я как инфекционист всегда только за вакцинацию. Конечно, нужна. Дети болеют. Вирус мутирует. Если первый альфа, вот, который уханьский штамм, он же вообще детей практически не затрагивал, то омикрон детей косит налево и направо. А с какого возраста лучше получать вакцину детям? У детей сейчас официально разрешена вакцина с 12-летнего 12 лет. возраста. Да, сейчас. Но над ней работают, и, видимо, она будет, конечно, в более ранние сроки. Сейчас есть назальная вакцина. Вот, кстати, назальная вакцина, она эффективна, как вы считаете? Ее эффективность равна, например, Конечно, она эффективна. Понимаете, если вакцина получает разрешение, если она зарегистрирована, значит, доказана ее эффективность. Она не инвазивная, нет у детей, например, вот страх перед инъекциями существует, да, и это гораздо проще организовать назальную вакцину, организовать вакцинальный процесс. А у нас в Якутии есть назальная вакцина сейчас? Мы Есть получили такая вакцину для детей, но она пока еще там небольшое количество, ее в 4 района и в 3-ю поликлинику города Якутска отправили. То есть детей будем вакцинировать пока, в начале пути. Ну, а если дети, кому противопоказаны прививки, как сберечь здоровье у таких детей? Конечно, есть такие дети, есть такие взрослые, но я бы сказала, что противопоказания к прививкам, хочу отметить это, они делятся абсолютно и относительно. Абсолютно — это когда вообще никогда ничего нельзя. Таких людей очень мало. Это, как правило, люди с крайне тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Люди, у которых есть какие-то хронические заболевания или острые заболевания. Медотвод дается временно, или после выздоровления, или по достижении периода ремиссии стабильной. Надо стремиться найти время и место, чтобы сделать эту вакцину. Кого же и защищать-то от инфекций, как не больных хроническими заболеваниями? Они же группа риска. Именно их надо защищать. Ну а если ребенок по каким-то причинам не вакцинирован, вы знаете, под колпак ребенка не посадишь. Так или иначе, все равно контакт будет. Единственный способ — вакцинироваться по мере возможности. И я бы сказала еще, что вакцинация — это вопрос общественной безопасности. Каждый зависит от сознательности общества. Если я буду вакцинирована, а все вокруг нет, у меня высок риск заболеть, потому что ни одна вакцина 100% гарантии не дает. А если общество сознательно, если оно создает, есть люди, которым нельзя, и что же им теперь? Если вокруг них не будет этой инфекции, они не заболеют. Поэтому общество должно оберегать своих членов. А общество состоит из своих членов. И если люди не будут сознательны, то и общество не будет безопасности. То есть всем, если идти вакцинироваться, то лучше сразу всем. Как положено. Как положено. Не всем сразу, а как положено по графику. Да? По графику вакцинации. Татьяна Геннадьевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши Пожалуйста. вопросы. Желаем вам успехов в работе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.